Процесс изъятия и возврата незаконно переданных в частные руки и неиспользуемых по назначению наделов только начался. Собственника штрафуют, а участок забирают. В распоряжении властей гражданские и земельные кодексы. Первым стал участок около городского пруда в Назрани. В 2010 году земельный участок площадью 0,49 га был выдан под строительство Центра детского и юношеского творчества. Ну, как мы видим, за 15 лет центр так и не был построен. А сам участок частным лицом был выставлен на продажу. И в результате слаженной работы земельного и правового отдела администрации города Назрань договор данный был расторгнут, и земельный участок возвращен в государственную собственность. В этом году в Назрани планируются масштабные работы по благоустройству вдоль всего городского пруда. Поэтому и изымать незаконно переданные участки начали отсюда. Участки, на которых мы заострили особое свое внимание, они в первую очередь находятся в общественных пространствах. Нам нужна территория, именно места, где мы можем открывать новые скверы, парки, какие-то пространства, прокладывать тротуары. Работа по изъятию незаконно переданных и неиспользуемых по назначению земель идет по всему субъекту. Прокуратура республики совместно с ФСБ региона только на территории Назрановского района выявили около 1000 участков, выданных по липовым документам. Суммарно по всей Ингушетии таких около 1500. Есть участки, которые оформлены буквально недавно, есть участки, которые были оформлены там, в 2017 году, 2015 году, 10 лет, разные. То есть эта работа этими лицами, которые занимаются незаконным оформлением и захватом участка, они тоже в свою очередь свою работу ведут планомерно, в постоянном режиме. И нам вот приходится тоже в постоянном режиме с ними работать. То есть которые буквально могут даже сегодня регистрировать участки. Они готовят документы, которые, в принципе, отличить от законных документов очень тяжело, тем более не специалисту. И на основании этих документов они регистрируют право собственности, последующих в целях избежания, понимая, что они участки оформлены и получены незаконным путем, в целях избежания их изъятия, они начинают эти участки перепродавать на других лиц, то есть пытаясь уйти на добросовестного покупателя. Данная работа позволяет властям региона призвать граждан к порядку и пополнить земельный фонд Ингушетии. Власти обещают обеспечить максимальную прозрачность всего процесса. Население будет информировано о всех возвращенных в собственность республики участках. Работа продолжается, работа ведется в ежедневном режиме, и нами ведется, и ведется муниципальное образование на своих территориях соответствующих, и прокуратура республики. Ну, это ведется, как бы работа в комплексе ведется. Всеми надзорным органом, который имеет полномочия на проведение таких проверок. Возвращение незаконно переданных земель в муниципальную собственность – это возможность для региона улучшить качество жизни населения и стимулировать экономическое развитие. На этом месте можно создать социальную инфраструктуру, жилищное строительство и коммерческую недвижимость. Мадина Цора, Мухаммад Индиев, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.